Дети селения Мичурина оттачивают свои хореографические навыки на обновленной сцене. В актовом зале проходят не только занятия танцами, здесь же репетируют и музыкальные кружки. Здание капитально отремонтировали в 2021 году. Полностью обновили коммуникации, окна, двери. Появилась и новая мебель. Этого момента мы ждали очень долго. Сейчас у нас кружки работают, национальные танцы, две группы. Старшая группа и младшая группа. Гармонистки играют. И вот недавно у нас был кружок «Умелые ручки», но мы потеряли руководителя. Сейчас у нас новый кружок, детский ансамбль современных танцев. На втором этаже Дома культуры просторная библиотека с читальным залом. Найти здесь литературу по душе сможет любой. После ремонта в здании остались небольшие недочеты. Стены сереют и покрываются разводами. То ли из-за протекающей крыши, то ли из-за конденсата. Выяснить причину и устранить ее в короткие сроки обещал подрядчик. В Мичурино есть свой образцовый детский ансамбль, который не раз становился победителем региональных конкурсов, но у коллектива нет сценических костюмов. Мы всегда на все мероприятия, концерты просили у других сел. Не в одном селе, а со всех сел собирали. И до сих пор так собираем. Нет у нас сценической формы. Нет у нас инструментов. Есть у нас вот ребята, которые хотят научиться на балалайке играть. Возможность есть, а средств нету. Нету специалистов, руководителей нету. В 2019 году свои двери открыл и новый детский сад. Рассчитан он на 120 детей. Для каждой группы есть своя спальня, оснащенная игровая комната, музыкальные и спортивные залы. С ребятами работает по полилингвальной системе. Чтобы познакомить детей с традициями и обычаями предков, в садике оборудовали и Остинский уголок. Все предметы собирали по крупицам у жителей села. Благоустроен и двор учреждения. Игровые зоны оснащены для разных возрастных групп. У нас, например, находятся дети с Нарта, с села, с Кирова находятся. И мы прекрасно справляемся. У нас до этого был очень старый садик, наверное, где-то 60-х годов построенный. Он был на две группы, там были смешанные группы, разновозрастные, и поэтому все усложнялось. И мест не хватало в садике. У нас сейчас задействованы только 5 групп, и в них находятся 90 детей, но мы еще готовы принять 30 человек. В 2 шагах от детского сада единственная в селе спортивная площадка. Баскетбол, футбол, волейбол. Заниматься здесь, правда, можно лишь в теплое время года. Спортивного зала в Мичурино нет. Как вы сами видите, она практически не пустует. Особенно в летнее время дети любят, здесь играют. Единственная у нас проблема в селе – это, конечно, спорт. Его нету. Я сама, как мама спортсмена, я знаю, каково это. И как это накладно ребенка возить куда-то в другое село. И поэтому нам с этим очень тяжело. Но есть одно но. Глава Ардона нам обещал, что в будущем году у нас начнется уже строительство нового спортзала. В селе нет и зон отдыха, нет ни сквера, ни парка. В капитальном ремонте нуждается и памятник мичуринцам, участникам Великой Отечественной войны. Фамилии на плитах уже читаются с трудом. К 9 мая мы, конечно, своими силами пытаемся что-то как-то, но, однако, что могут сделать, что мы можем своими руками сделать? Там где-то подкрасили, подмазали. Но все равно время берет свое, и поэтому очень бы хотелось, чтобы, конечно, здесь провели капитальную реконструкцию, которую нам тоже, кстати, обещают в этом году. Недавно жители Мичурина остались без воды на 3 дня. Причина – перегорел насос на водонапорной башне. Решить вопрос удалось благодаря районной администрации. Однако ответственно за это, говорит глава села, управляющая компания, которая уже не в первый раз не выполняет свои обязательства. Обслуживает, значит, эту водонапорную систему МУПАРИС, учредитель Голдин. И все, что мы им звонили, мы не могли до них дозвониться, не могли достучаться. В общем, они остались глухи к нашей просьбе. Хотя систематически они собирают плату за воду. Я хочу, чтобы МУПАРИС занялись своими непосредственными задачами. Второй насос нам тоже надо уже ремонтировать. Ремонт станет в пределах 80-100 тысяч.
И тоже вот сейчас он пообещал решить мою проблему. Но я одно хочу, Алина, сказать. Почему должна администрация решать мои вопросы, когда есть фирма Мупарис, которая должна это делать? Есть в селе и крупное фермерское хозяйство «Хурикау». На 50 гектарах выращивают 2 сорта картофеля и кукурузу. Продукция востребована как в регионе, так и за его пределами. С гектара удается собрать порядка 400 центнеров. По словам руководителя хозяйства Анатолия Битарова, основная проблема – найти рабочие руки. Выращиваем всего 2 культуры, потому что мы не можем выращивать, как говорится, увеличить ассортимент в силу того, что требуются рабочие руки. Народ сейчас неохотно идет на работу, не хочет. Уборочный процесс затягивается, потому что бывает очень мало людей. Даже зарплату пробовали им поднять. Все равно безрезультатно. У Мичурина богатая история. Сегодня здесь живет порядка 1500 людей. Село Мичурино основали во второй половине 19 века казаки из станицы Ордонская. Тогда место называли постом, оно служило для защиты Осетии от набегов севера. Изначально здесь содержались отары овец казаков. Позже место начали называть хутор Ордонский. С 1920 года его начали заселять горцы-осетины. А после приезда в Ордон и Дегору Никиты Хрущева село назвали Мичурино по его инициативе в честь биолога и селекционера Ивана Мичурина. Эллу Калоеву избрали главой села в январе этого года. Прежде она работала медиком в Архонской больнице. Поэтому, как никто, знает о проблемах жителей Мичурина. Я хочу выразить огромную благодарность активу села, молодежи, которые своими силами помогли восстановить, везде отремонтировать освещение. У нас вечером, как я говорила, у нас прям Монте-Карло. Везде все улицы освещаются. И еще, что хочется отметить, конечно, это тоже главная проблема. Это нехватка асфальтированных дорог у нас. Планов по развитию Мичурина у Эллы Калоевой много. А с поддержкой жителей села, говорит она, добиться этого будет несложно. Алина Хасаева, Давид Костанов, 15 регион.